Вот. Я не знаю почему, но, в общем, я влюбился в Чечню, наверное, из-за людей. Я за все это время ни одного пьяного не видел. Вот я второй год здесь, да, я на улице не видел ни одного пьяного. Вот. То есть я от этого отвык. Вот. Я не видел здесь женщину, допустим, с сигаретой или с пивом. Вот. У нас, допустим, в Тольятти это страшное дело, особенно вот летом ездили, на лавочку сесть нельзя, все с пивом, все с сигаретами, дети, мамы, папы, все вместе. Здесь совершенно другой менталитет. Вот мне менталитет чеченский, он мне получилось, что он мне ближе, он мне роднее. Таких девушек, как именно в Чечне, наверное, нет больше нигде в России. Это воспитание, это обычаи, это уважение к мужчине, уважение к мужу, к брату, к отцу, к старшим. И плюс, вы обратите внимание, мы не видим ни одного человека, который бы шел с сигаретой, и тем более с бутылочкой чего-либо, да? Это же нонсенс. Мне кажется, это идеальный город для того, чтобы растить детей. Дмитрий Демушкин признается, ожидаемое увидеть здесь и увиденное небо и земля. Человек, готовый, по его же словам, не задумываясь, отдать жизнь за свою родину, говорит, что России необходимы такие лидеры, как Рамзан Кадыров. Что убивает мой народ? Пьянство, наркомания. Разлагает мой народ. Дом-2, Comedy Club, аншлаг. Так все вот здесь, то, что я вижу, здесь идет сражение с алкоголизмом и с алкоголем. Я не видел молодежи с пивом и с коктейлями, которая ходит и пьет. Я видел чистый город, который отстроен, строится. Я вижу, что те объекты, которые здесь сдаются, они в 10 раз дешевле, чем те же объекты в Москве и в Питере. Я вижу, что здесь нету откатов 80% за строительство дорог, которые забираются. Я не сомневаюсь, что здесь 5 раз за полгода одну дорогу не строят. Ну так, собственно, если это так, то, конечно, опыт вот этот вот, и нам в России тоже нужен хозяин. Нужны лидеры в регионах, которые способны поменять эту ситуацию. Мнение, конечно, Чеченской Республики поменялось существенно для меня. Когда я туда ехал, и у меня у самого в том информационном поле, в котором я существовал, были определенные опасения. Я думал, что все-таки здесь довольно-таки опасно. Не говоря уже про людей, которые искренне советовали нам сюда не поезжать. И на самом деле мы увидели, что все спокойно. Жизнь действительно здесь налаживается. Я сам выбирал в те места, которые я хочу съездить. То есть нам не говорили, что мы сейчас поедем туда, туда. То есть мы объехали от границы Дагестана до границы с Ингушетией. Вот сейчас на границе недалеко от Грузии находимся. То есть объехали практически всю Чечню.